Я родился мусульманином, альхамдулилля, вырос мусульманином, но формальным мусульманином. Очень мало знал о моей религии. Хоть мои мама и папа и старались изо всех сил, но я знал очень мало о своей религии. Основы только. Что кушать свинину харам, что алкоголь харам, что мусульмане молятся 5 раз в день и 1 раз в год в месяц, называемый Рамадан. Они постятся, и все. Мы выросли в таком месте, где, конечно же, харама не избегали. И не просто не избегали его, но и побуждали к нему. Так вот, альхамдулилля, вот вы, ребят, здесь, в Южной Африке. Здесь сильный дух в ваших общинах. И даже если кто-нибудь захочет сделать что-то греховное, это очень сложно для парня или девушки открыто сделать что-то запретное. Для этого нужно в определенные места пойти, оставить общину. На ранних стадиях моего взросления такого не было. Сейчас, конечно, ситуация изменилась. На родине, в Сиднее, альхамдулилля. Но тогда не было такого понятия, как харам. Или постыдный акт. И, конечно же, я, взрослея, жил без ограничений. Буквально безо всяких ограничений. Грехи были доступны. И потом, знаете, субханаллах, ты достигаешь такой точки в жизни. Ты все уже делал, все уже перепробовал, везде побывал. Опустошенность приходит. Опустошенность. То есть... И я думаю, это было начало моего призыва. Я всегда любил религию, всегда любил ислам. Это была дань уважения. Но это не было моей жизнью. Я ничего не соблюдал, ничего не выполнял. На самом деле, субханаллах, одно из моих вдохновений пришло от носителя призыва как раз из Южной Африки. Не что иное, как поздний шейх Ахмад Дидат. Прошу Аллаха субханаху тааля смиловаться над ним. Его лекции оказали реально сильное влияние на меня. Помню, впервые увидел его лекцию, и просто сама идея того, что мусульманин может стоять на сцене и с такой уверенностью говорить о своей вере перед людьми, это меня просто унесло. И потом, субханаллах, я просто повернулся к религии, альхамдулилля. Ну вот, походу, всю историю рассказал. Альхамдулилля, в наши дни многие из молодежи смогут связать это с собственной историей. И я думаю, инша Аллах, это будет вдохновением для них. Теперь появился прогресс в вашей жизни. Вы вышли на путь Аллаха, более сильно углубились в религию. Каково это для вас? В том плане, что вы, наверное, оставили друзей, места, в которые ходили, то, с чем вы раньше были связаны. Никаких сожалений, вообще. Клянусь Аллахом. Я со многими братьями говорил. Думаю, это трудно для них, оставить прошлое. А для меня? Я люблю каждую минуту своего пребывания в исламе. Я не вернулся к грехам и ни об одном моменте не жалею. Единственное, о чем жалею, что раньше соблюдать не начал. Но говоря это, надо отметить, не все так плохо, не все потеряно. Думаю, побыв там, где я был, помогает мне в моем да'вате сегодня. Но я, конечно, не говорю, что надо кого-то побуждать вернуться в джахилию, чтобы это использовать. Нет, но я считаю, лично на меня это повлияло. Я считаю, что понял эту сторону религии больше. И это помогает мне в таких темах в да'вате. Ну, конечно, это произвело эффект в том смысле, что много молодежи видят в вас своего парня, слушают ваши лекции и черпают из них вдохновение. Когда мы говорим о привлечении молодежи в религию ислам, обеспечение их исламским контентом, тем, что вдохновит их, как вы привлекаете их, как вы призываете их. Насколько честно мне ответить? Ну, как оно в вашем сердце есть, настолько честно и ответьте, скажите как есть. Я думаю, мы совершаем множество несправедливости по отношению к молодежи. И истина в том, что я считаю, что мы так сильно сами себе противоречим. Ведь мы показываем одно, а на самом-то деле хотим другого. Мы говорим, мы хотим призывать молодежь. Все, что вы делаете, вот куда бы я ни пошел, организации, большие организации, медиаресурсы, что бы это ни было, все они показывают, мы делаем то, что мы делаем, чтобы призвать молодежь. Но когда молодежь приходит к нам, мы грузим их, сомневаемся в них, не даем им ролей, никаких положений не даем.
Да, то есть получается, что мы говорим одно, но по сути делаем другое. Вот молодежь, пророк Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, говорит, мне была дарована победа через молодежь. Он любил молодежь, саллаллаху алейхи вассалям. У молодежи горит сердце, желание, кипит энтузиазм. Естественно, мы не умаляем значимости наших старейшин, старших, ученых. Мы молимся за них и нуждаемся в их мудром присмотре. Но молодежь, я считаю, много молодежи отворачивается из-за того, что мне не дали роли. Приведу пример. Вот молодой человек пришел в религию, и это натура. Знаю, тяжело это, но такова жизнь. Когда кто-то приходит в религию, особенно из джахилии, он полон энтузиазма, он голоден, он хочет религию и хочет все и сразу. Хорошо это или плохо, вопрос спорный, я понимаю. Но что делать с этим энтузиазмом? Нет роли для него. Не реализован он. Смотрим на институты, на организации. Тот же самый мулла, тот же самый верховный муфтий, который последние 50 лет стоял, не хочет оставлять свое кресло. А если и оставит, то либо сыну, либо внуку, либо племяннику. Так что ж мы делаем? Мы говорим, хотим призвать молодежь, но не даем им самореализоваться. Важный момент к размышлению. Как вы опишете типичную мусульманскую общину? И что отличает австралийских мусульман от мусульман Южной Африки? В плане, что любят, как стремятся к религии? Ведь это уже второй ваш визит в Южную Африку. Ну смотрите, я думаю, кое-чем определенно хочу поделиться, особенно с жителями Южной Африки. Надеюсь, правильно поймете. Не буду в политику влезать. Напротив, я искренне открыт вам всем. Вы, ребят, обязаны старшим духовным лидерам вашей страны. Вы, ребят, живете в благодати. Не понимаете, не цените, пока не поездите и не посмотрите, какие люди в других местах. В общем, мои сердечные молитвы за тех духовных лидеров из старшего поколения, которые пришли сюда и старались изо всех сил основать общину, которой вы, ребят, наслаждаетесь. Вы видите плоды их трудов. Люди, которые пришли сюда, пожертвовав своими жизнями. Машаллах, у вас, ребят, очень сильная община. У вас много-много ученых, много школ. Школ хафизов, школ ученых. У вас, ребят, очень сильный уровень. Конечно, у нас дома в Австралии этого нет. Мусульманская община по-прежнему относительно молодая. Все еще зеленая. Самому старшему из наших ученых, наверное, лет 50. Это самому старшему. А у вас, ребят, роскошь, когда ученый, сын ученого, у вас есть доморощенные кадры. У нас на родине такого нет. Но есть перспектива роста в Австралии. Я чувствую, и это не в плохом смысле. Чувствую, что Южной Африке расти уже некуда. Думаю, вы своего максимума достигли. То, что увидел я, поболтав с ребятами до этого, это то, что у вас множество молодых ученых, которые отучились, выучили Коран, закончили курсы алимов. И что теперь делать? Некуда идти, нет мест, нет работы. А говоря о родине, говоря обо мне, это Австралия. Здесь бы все отдали, чтобы хоть как-то приблизиться к ученым. Хоть намаз за ним почитать. Нам бы хоть за ученым намаз почитать, для нас это уже большое дело. То есть, субханаллах, у каждого места, города свои плюсы и минусы. Вся южноафриканская община была очень привязана к австралийскому брату, который скончался. Вы на видео об этом говорили, популярное видео. Помню такого, да. Может быть, вы поделитесь с нами какой-то его жизненной историей, поделитесь с нами чем-то таким, ведь вы были связаны с ним. Ну, этот брат, близкий брат из нашей местной мечети. И вот знаете, субханаллах, что поразительно в его истории, что он был типичным среднестатистическим повседневным мусульманином. У него была семья, бизнес, у него были повседневные дела, которыми занимается каждый из нас. Ему был 41 год, он умер в 41, но несколько лет назад, субханаллах, не уверен, что именно вдохновило его. Знаю, что его младший брат, который тоже приезжал в Южную Африку, закончил здесь свой хифз, выучил Коран, и он вдохновил его на то, чтобы изучить Коран. У него не было опыта в чтении Корана, его чтение Корана было достаточно плохим, но он вдохновился им и захотел выучить Коран. Я помню годы. Он читал фаджр с нами в джамаате. И сразу после фаджра он шел в свой угол
И с фаджра до 9 утра сидел. В 9 утра отводил детей в школу, садился в свой грузовик. Какого плана грузовик-то? Как грузовой тягач. И ехал на работу. Субханаллах, он обладал невероятной вовлеченностью. Каждый божий день. Он боролся. Помню, могла пройти целая неделя. Каждую неделю, с фаджра до 9 утра. И за все это время одну строчку из Корана выучил. Но он настойчиво трудился с таким постоянством до тех пор, пока не вошел в ритм, и только на последнем году он поехал в Южную Африку. Какая там известная школа-то? Закарии. Вот это, да, вот это. И вот он пошел туда, пришел со своей семьей, и ему это нравилось, он так наслаждался. И тому, что он ушел оттуда, была причина. Его мама заболела. Он вернулся домой в Австралию. Думаю, недели 2-3 он там провел с ней. Потом она умерла, и сразу после ее смерти он вернулся. Сразу вернулся, клянусь Аллахом, если не ошибаюсь, через день или 2. Сразу вернулся. Он по-настоящему хотел выучить Коран. Хотел. Так сильно. И потом, субханаллах, где-то около недели спустя я был в Умре. И он был там. И он там был со своими братьями, его родные братья и сестры, их дети, их семьи. А я не видел его со времен смерти его мамы. То есть был промежуток между смертью его мамы и этим моментом. Я его не видел. Но помню, как увидел его в Мекке. Клянусь Аллахом, его лицо сияло нуром, сияло светом. Мы смеялись, мы же с ним очень близкие друзья. Говорю, ты здесь как оказался? Чего такой счастливый? И он сказал, что он... Когда вернулся в Южную Африку, не здоровиться ему стало. Это что-то... Он жаловался на недостаток каких-то витаминов, кровяные клетки, что-то там. Но это было ничего особенного, ничего тревожного. И потом, субханаллах, я провел с ним 2 дня в Мекке, он совершил свою умру, и на следующее утро я вернулся домой в Сидней. Он покинул Мекку и поехал в Медину. И, субханаллах, я вылетел, попал домой, уснул в ту ночь, проснулся утром и получил текстовое сообщение «Инна лилляхи ва инна илейхи раджиун». Он скончался. Он приехал в Медину, провел день в Медине, прочитал зухр в рауде за имамом. Теперь же в рауде имам читает. Раньше имам проводил намаз перед раудой, а теперь он молится в рауде. И вот он прочитал намаз прямо за имамом. Он был так взволнован, что ему выпал шанс прочитать за имамом. Часа 2 он просидел в рауде, делал дуа, поминал Аллаха. Потом он вернулся домой, вернулся в свою комнату и пожаловался на какие-то боли в груди. И его родные братья и сестры договорились, что почитают магриб в джамаате, а потом пойдут поесть. И это было после асра. Ему было больно в груди, и он вызвал скорую. Когда он вызвал скорую, они его отвели вниз, в фойе отеля. Его положение ухудшилось, и он начал говорить шахаду. Его семья не поняла. Вот его семья видит, как он произносит шахаду. Они не думали, что дело настолько плохо. Думали, он зря опасается. Они начали делать дуа, ждали, пока скорая его заберет. И его брат, субханаллах, сказал мне, в тот же миг, когда провозгласили азан на магриб намаз, он умер. Во время азана. В общем, субханаллах, это было... Субханаллах, мне кажется интересным, что только в исламе ты можешь завидовать чьей-то смерти. Замечали это? Что кто-то, кто сильно хочет встречи с Аллахом, когда ты надеешься на благородную смерть, часть тебя завидует такому. И среди мусульман это уникально, Аллах знает лучше. Я никогда не встречал людей, которые завидовали бы благой смерти. Люди хотят жить как можно дольше. Для верующего, когда ты чувствуешь или считаешь, что определенный человек умер, какие бы это ни были условия, но ты чувствуешь, что Аллах принял его, клянусь Аллахом, начинаешь завидовать смерти этого человека. Суть в том, что, знаете, как я говорил в видео, худшее, что мы можем сделать, это назвать брата счастливчиком. Потому что да, момент удачи есть.
Но говоря, что он счастливчик, вы упускаете тяжелый труд, который он совершал в своем духовном совершенствовании. Смотрите, Аллах Субханаху ва Тааля не делает ничего случайно. Ты трудишься в поте лица, искренне посвящаешь себя чему-то. Тогда Аллах дает. И я считаю, что этот брат действительно этого хотел, и Аллах дал ему это. Машаллах, очень трогательная история. Она сама по себе вдохновение для тех, кто старается заучить Коран. И для каждого из нас эта история является вдохновением. Мы действительно ценим, что вы пришли в нашу студию, выбрали время и почтили нашу студию своим визитом. Мы делаем дуа Аллаху, чтобы Аллах принял все ваши старания, чтобы и дальше Аллах использовал вас как путеводный маяк для всего мира, инша Аллах. Джазакуллаху хайр, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.